Вот уже несколько лет компанию Акнет сотрясают скандалы. Все потому, что с самого начала было 3 учредителя. Один из них — Кубан Аджимудинов, которого задержали за неуплату налогов, подделку документов и хранение огнестрельного оружия. Сейчас он находится в СИЗО номер 1. После возбужденных уголовных дел учредители поменяли генерального директора. Но несмотря на это, семья Аджимудиновых сейчас пытается рейдерским путем захватить компанию. Почему сегодня мы пришли, почему сотрудники сегодня пришли? До этого 6 октября была попытка захвата, так скажем, со стороны Аджимудинова, его родственников компании Акнет. Я непосредственно в тот день находился в рабочем месте. Мне пришлось всех сотрудников распустить, они пришли, я им спросил, что вы хотите. Говорят, мы хотим управлять. Я говорю, пожалуйста, вот вам кабинет, управляйте. Но мы будем принимать свои соответствующие меры согласно законодательству. Мы написали заявление, показали все документы. На сегодняшний день я знаю, и по этому факту 6 октября, то, что с их стороны была такая попытка захвата, возбуждено уголовное дело. Сегодня мы почему пришли, сотрудники? Единственная просьба, чтобы дать компании нормально работать. Интернет-провайдер Акнет попал в поле зрения ГСБ в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОСО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров. Учредителя компании Кубана Аджимудинова подозревают в присвоении веренного имущества, уклонении от уплаты налогов, это примерно 700 миллионов сомов, и других обязательных платежей в бюджет, а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и подделке документов. Если сравнить по условиям работы, как бы уже за полтора года я работаю в компании, могу точно заявить, что условия намного улучшились. Улучшились их выплаты в соцфонд, улучшилось налогообложение, мы увеличили выплаты налогов в государство в порядка в 2-3 раза. То есть можете у любого сотрудника спросить, взять комментарий по поводу условий работы. Единственная наша просьба: дайте компании, дайте нашим абонентам спокойно работать, компании спокойно развиваться. Представители интернет-провайдеров выходили даже на митинг против действий учредителя Кубана Аджимудинова. Сотрудники рассказали о том, что при прежнем руководстве они не получали никаких социальных гарантий. Кроме того, зарплата выплачивалась в конвертах. По их словам, существовала черная бухгалтерия. Дейканов Салнурбек, председатель партии Асаба. Меш тұрғанды біз танымайсыз, біз білбейміз. Просто жаңағы Фейсбуктан көрдім. Сіз білесіз бе аларды? Мен білмеймін мысалы. Мына момындай асыр мындай нәрсе шығып атат. Бір урматтуу журналисттер, урматтуу ырыс. Азыр Турганбаев Мелис бийликке барган жатыптыр, бийликтин бир жакшы орунуна. Ошон үчүн мурунку эски бийликтегилер, башкача айтканда, могу Акнетти басып алган. Каракчылык менен, рейдерство менен басып алгандар, ошол чоң кысматка барышын каалап айтыптыр. Демек, ошол каалап айткан негизде ушундай провокация жүргүзүп атыптыр. Впрочем, взять комментарии у представителей Аджимудинова не представилось возможным. Они отказались разговаривать с журналистами.